В памяти каждого народа на земле хранятся имена героев. В их честь называют города и площади, острова и школы, космические объекты и моря. Небесное тело в созвездии Дракона получило название Коста в 1999 году, накануне Нового века. Этим решением Международный астрономический союз увековечил имя Коста Ливановича Хитагурова, поэта и мыслителя, основоположника осетинской литературы. Небольшая книжка с очень скромным названием «Осетинская лира» – самое зрелое творение Коста Хитагурова. 50 стихотворений, вошедших в сборник, писались в разное время и по различным поводам. Это лирические, очень тонкие и нежные стихи, и наряду с этим грозные и прекрасно сделанные сюжетно-баллады. Он пишет басни и стихи для детей. Он находит светлые краски, как бы отстраняя мрачный колорит, которым часто окрашены его другие стихотворения. Старинное название возродилось. Древний инструмент поэта лира гремит с необычайной силой. Эхо гор вторит ему до сегодняшнего дня, разливаясь далеко по всей нашей огромной родине. Я не пророк. В безлюдную пустыню я не бегу от клеветы и зла. Разрушить храм, попрать мою святыню толпа при всем безумии не могла. Я не ищу у сильных сострадания, не дорожу участием друзей. Я не боюсь разлуки и изгнания, предсмертных мук, темницы и цепей. Причем толпа, ничтожная рабыня пустых страстей, дерзает пусть на все. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная Отечество мое.